Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. В шахматах можно лишь тогда стать большим мастером, когда осознаешь собственные ошибки и слабости, точно так же, как в жизни. Так говорил первый российский чемпион мира по шахматам Александр Алехин. И действительно, шахматная доска – это целая вселенная для разума. Миллионы вариаций, комбинаций для ходов, четкий расчет и капелька удачи. И сегодня с моим гостем, президентом Федерации Республики Саха-Якутия по шахматам Владимиром Егоровым, мы поговорим о том, почему в Якутии любят и уважают этот вид спорта, а также обязательно обсудим начавшийся сегодня Кубок главы республики по шахматам. Добрый вечер, Владимир Анатольевич. Добрый вечер. Давайте начнем с такого простого вопроса. Почему шахматы являются видом спорта? Мы же привыкли, что спорт – это физическая нагрузка, состязание на выносливость, выполнение каких-то упражнений, соревнования. Да? А вот как ментальный труд шахматистов отнесли к спорту? Как вы знаете, основатель Олимпийских игр Пьер де Кубертен, во-первых, сказал «О спорт ты мир», во-вторых, он сказал «быстрее, выше, сильнее». В нашем случае я бы перефразировал «быстрее, выше, умнее». Да? Шахматы – такой интеллектуальный вид спорта, но на самом деле вот это та конкуренция, которая есть за шахматной доской, когда два соперника должны друг друга победить, это, конечно, единоборство. Да? Но, тем не менее, шахматы выходят за рамки только спорта. Еще в советское время, когда шахматы были очень популярны, говорили, что шахматы – это наука, спорт и искусство. И поэтому на самом деле вот то творчество, которое шахматисты проявляют за доской, позволяет относить это к искусству. То, что вот конкурируют между собой соперники, это, конечно же, спорт. Ну и наука, все-таки там достаточно много неизученного, и шахматисты — это исследователи. И, соответственно, они ищут неизведанное, ну и для того, чтобы, во-первых, и красоту познать, а во-вторых, чтобы преодолеть сопротивление своих соперников. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в Телеграм, отправить текстом сообщение на номер 8 914 235 0502. Владимир Анатольевич, вот Кубок главы по шахматам проводится впервые у нас. Это такое важное событие для республики, для спортсменов. Сегодня это мероприятие стартовало в Национальном художественном музее. Кстати, вот шахматы и искусство, да, в подтверждение ваших слов о том, что шахматы – это искусство. Конечно. Расскажите о том, как прошло открытие, что в программе. Действительно, это такое очень большое событие для нас, для шахматистов. И хотелось бы надеяться, что вообще для жителей республики и для тех, кто уважает вообще интеллектуальные виды деятельности, даже я бы сказал, не только спорта, да, впервые такое крупное соревнование, которое носит статус этапа Кубка России, среди мужчин проходит, получается, у нас в республике. И вот под таким названием Кубок главы республики Саха-Якутия. Я благодарен главе нашей республики, который поддержал нашу инициативу о том, чтобы такое статусное соревнование провести у нас. И у нас, опять же, такая почетная миссия, можно сказать, стартовать очередной розыгрыш Кубка России. У нас первый этап, всего этапов 13. Спортсмены набирают зачетные очки во всех 13 этапах и дальше суммируют и попадают в 16 лучших, которые уже в Ханты-Мансийске в декабре 2023 года сразятся за шахматными досками. И сегодня, после старта нашего турнира, уже мы понимаем, что есть и фавориты. Так? У нас фаворитами являются наши именитые гроссмейстеры, в том числе среди них есть Борис Грачев. Это обладатель Кубка России 2022 года. Он у нас играет под номером 1 в нашем турнире. И вот мы провели сегодня также, публично жеребьевку первого тура, и черный цвет достался, получается, Борису Грачеву, и дальше уже всем участникам с нечетными номерами. Вот. Всего у нас 50 участников в этом турнире. Ну и так символично, что да, в минус 50 градусов, 50 участников, 5 гроссмейстеров, 5 мастеров ФИДе, и среди них присутствует также представительница прекрасного пола, тоже мастер ФИДе женский, вот, Кутукова Веринея. И вот соревнования сейчас уже идут. Надо сказать, что шахматные соревнования длятся довольно долго.
Получается, всего 9 туров. Сегодня первый тур, 9-й тур сыграет 1 февраля. Вот. И каждый день в 16:00 начинается игра, которая длится в среднем где-то часа 4. Поэтому довольно-таки, на самом деле, тяжелый вид спорта, если что. Да. Ну, а завтра будет блиц в минус 50. Да, Расскажите про это. вот завтра, значит, вот наши гроссмейстеры, старший тренер юношеской сборной России Михаил Робертович Кабалия со своим учеником, самым молодым гроссмейстером России Володаром Мурзиным, Сколько лет? ему 16 лет, вот, планирует сыграть на нашем якутском морозе блиц-партию, вот, для того, чтобы вот, как бы показать всему миру, наверное, это будет интересно всем, вот, что они принимают вот такой вызов в виде наших якутских морозов. А где это будет? Сейчас думаем над локацией, возможно, это будет прямо площадь Ленина даже, да, и, соответственно, мы это увидим и, конечно, в социальных сетях, скорее всего, да, в интернете. Ну, Я думаю, по нашему желающие телеканалу могут, тоже увидим. конечно, да, ну и желающие могут просто прийти вживую в 10 утра. В 10 утра, пока, Да, скорее всего, на площади Ленина. да. А какие задачи стоят перед нашими шахматистами? То есть наши там участники же есть? Конечно, наших участников довольно много. У нас, получается, есть группа опытных шахматистов, которые, конечно, хотят, значит, встретиться с гроссмейстерами. Это всегда событие, на самом деле. Не так часто вообще. У нас, вот мы вот сегодня вспоминали, по-моему, даже не было ни одного случая, когда 2 международных гроссмейстера были в Якутии одновременно. Мы всегда приглашали там поодиночке, их там Карпов, допустим, Инаркиев, еще были гроссмейстеры, да, но они были всегда вот по одному. А да, тут 5. А тут сразу 5, еще играют между собой, еще есть возможность в турнире с ними встретиться, ну, как говорится, помериться силами, испытать себя и так далее, да. Вот, поэтому вот старшее поколение, значит, вот ориентировано на то, чтобы вот все-таки, ну, как говорят, тряхнуть стариной, да. Вот. А молодежь у нас есть перспективная, да, среди них есть и школьники, которые успешно играют со взрослыми, такие как, например, Денис Назаров, он же двукратный чемпион республики, среди мужчин, это школьник. Вот. К сожалению, в этом году его обошел более опытный, 5-кратный чемпион республики Дмитрий Захаров. Вот. Но вот здесь он тоже может показать себя, и, в общем-то, за молодыми у нас, как говорится, будущее, и вот они могут работать над повышением своего спортивного мастерства, да. Ну и есть наши вообще, можно сказать, более дальние будущее, да, это наши дети, которые только-только, значит, уже становятся квалифицированными шахматистами и вот могут сыграть с более сильными такими соперниками на таком престижном соревновании. Вот. Это дети, которые могут попасть в состав сборной республики на Дети Азии, на Международный спортивный игры Дети Азии в 2024 году, то есть в следующем году. Да? И там у нас допускаются дети 2008 года рождения и моложе. То есть получается вот 14 лет и моложе. Это ребята, которые составляют такой костяк кандидатов в сборную на Дети Азии и наша будущая надежда. Да? И вот их тоже достаточно много там. Вот. Ну, самые младшие, это примерно около 10 лет есть даже. Я вот все смотрю на ваш галстук, он такой тематический, в шахматных фигурах. Это вам подарили или это вы специально? Да, это такой у меня, можно сказать, сувенир с одного из таких шахматных событий тоже. На одном из юношеских чемпионатов мира мне удалось такое приобрести, и, конечно, в этот такой праздничный для нас день я решил его надеть. По итогам 2019 года Якутия стала самым читающим регионом с нашей страны. А можно ли вот в республике выделить какой-то район и сказать, что он особенно отличается количеством людей, которые играют активно в шахматы? Вот если не брать Якутск, да, конечно. Понятно, что Якутск... Ну вот если так исторически брать, ну и сейчас, наверное, еще эти традиции есть, да, это Татинский улус, оттуда первый мастер спорта СССР еще, да, Михаил Афанасьевич Куприянов, и оттуда же Менде Тихонович Тапыров, второй мастер спорта СССР, да, ну и традиции эти сохраняются. Ну, последние годы очень сильно играют представители Усалданского района, благодаря усилиями, значит, прежде всего там Михаила Ильича Ушницкого, тренера, значит, такого, который воспитал ряд таких очень хороших шахматистов, вот, в том числе и мастеров ФИДE.
Вот, и, ну, например, на последней спартакиаде они заняли первое место. Поэтому вот эти два района я больше всего выделил. Мгм. В Федерации шахмат был запущен конкурс «Саха-Чес» для школьников, которые увлекаются живописью. Да. Вот, значит, принимаются рисунки, скетчи, всякие зарисовки на тему шахмат. Сколько работ уже поступило и как долго продлится конкурс? Значит, работы уже поступают. Сейчас точное количество сказать не могу. Но мы решили этот конкурс провести до окончания, значит, турнира. То есть до 1 февраля? Да, чтобы дети могли прийти и как-то вдохновиться шахматами и, естественно, теми произведениями искусства, которые есть в музее. И я думаю, что мы получим интересные работы. Да. А что победители получат? Какие призы? Ну, победители мы такие небольшие денежные призы предусмотрели, там до 3000 рублей. Вот. Ну, думаю, что самое главное участие в этом конкурсе всегда почетно занять все равно вот какое-то место на таком конкурсе. В середине декабря состоялся шахматный конгресс на тему развития шахматного образования в Якутии. Вот расскажите, к чему вы там пришли, что обсуждали, что было главное? Да, это было такое интересное событие, да, посвященное 85-летию Михаила Ефимовича Николаева, который, мы знаем, является таким большим сторонником того, чтобы шахматы значит, как-то вот больше включались в систему образования. В свое время он даже выпустил приказ о том, чтобы уроки шахмат вошли в каждую школу. Да? Но надо сказать, что вот подходы с тех пор изменились. В то время считалось, что нужно опираться на любителей шахмат, на шахматных тренеров, которые придут в школу и будут, соответственно, заниматься с детьми. Вот. Но сегодня уже в результате многих уже обсуждений, там, 20-летний, наверное, на протяжении 20 лет, наверное, уже это активно прямо обсуждается. Есть специальная комиссия, значит, в Международной шахматной организации ФИДE. Вот. И решили, что лучше, чтобы шахматы в школах преподавали учителя. Математики. Учителя начальных классов. Начальных Потому что на самом деле вот ситуация какая? Вот вся эта теория шахматного образования, или точнее внедрение шахматного образования, опирается на достижения выдающихся психологов Гальперина, Пономарева, которые изучали такое психическое свойство, психики точнее, да, свойство психики человека, как способность действовать в уме. Это такая интересная вот, тоже вот функция, не сводящаяся к никаким другим, как память, там, внимание и так далее. Да? Вот. И вот эта способность действовать в уме, да, она формируется у людей, кажется, к возрасту 12-летнему возрасту. То есть 12 лет она практически уже дальше не формируется. Да? То есть на каком уровне осталось 12, на таком и будет дальше. Поэтому в начальных классах. Поэтому да? надо в начальных классах. И вот еще интересный факт, что только у 5% людей вообще вот эта способность развита в достаточной мере. И у нас есть большой очень потенциал через шахматы увеличить этот процент. Да? То есть больше людей, чтобы овладели способностью действовать в уме, которая необходима просто любому фактически человеку, который занимается особенно интеллектуальной деятельностью. Да? Поэтому я считаю, вот за правильным внедрением шахмат в систему образования большое будущее. В том числе А у нас что в такое республике. способность действовать в уме? Вот, Способность действовать в уме – это способность, во-первых, планировать свои действия, а дальше их осуществлять мысленно. То есть если вы вот на шахматной доске можете, допустим, представить себе в уме, как, допустим, вот ходом коня дойти вот с этой точки до той точки, да, и, ну, с одной клетки до другой клетки, при этом, ну, допустим, с десяток ходов представить, как этот конь ходит по каждой клетке, да, то у вас эта способность, ну, в достаточной мере развита, скажем, да. Ну, есть специальные как бы измерители этого, значит, этой функции, да. Вот, но вот для того, чтобы человек, в принципе, планировал свои любые действия, он должен сначала их в уме представить, да. Вот тот, у кого эта функция хорошо развита, он это делает быстро, качественно, без ошибок. То есть представить свои действия и представить их последствия. То есть Да. как отреагируется Да. там Ну вот говорят, что дальнейшее. шахматисты, вот у них далекий расчет и так далее, да, допустим, они считают на несколько ходов вперед, то есть они видят свое действие, действие, которое делает соперник, свое действие ответное, это, ну и так далее, да, и поэтому получается, в принципе, в жизни тоже, вот когда ты рассчитываешь что-то предпринять,
ты должен увидеть, что же это от этого, как говорится, что, К чему это приведет? что это вызовет, да, к чему это приведет, и потом как ты на это будешь реагировать, да. Ну и еще дальше, если, то как будут реагировать те, на которого были направлены твои действия, да, ну и так далее. Но есть такое мнение распространенное, что человеку с гуманитарным складом ума вообще в шахматы играть очень сложно. Вот так это? Вы знаете, есть, скажем, определенная корреляция, да, между, вот, допустим, скажем, физикой, математиками и шахматами, да, это я замечал еще, когда в школе учился, я сам в физмат-школе учился. Определенная корреляция есть, но тем не менее множество выдающихся шахматистов являются не математиками, да, там, допустим, там, выдающийся, можно сказать, кудесник шахмат, выдающийся комбинатор Михаил Таль, он был филологом, да, поэтому здесь вот такого как бы однозначного ответа нет. Просто может быть просто те люди, которые вот действительно через шахматы развили вот эту вот способность действовать в уме, сложные какие-то расчеты, там, да, какие-то вот алгоритмы и прочее легче усваивают. Но это не означает, что им больше это нравится. Они могут пойти же в другом направлении, гуманитарном. Да. А эту способность лучше всего развивают именно шахматы, то есть не шашки, там, не го вот модное сейчас. Да, вы знаете, вот шахмат идеальный инструмент, потому что, допустим, в шашках, в го, там все фигуры одинаковые. Там просто нужно думать, рассчитывать, как эти Позиции фигуры расположить и так далее. Да? доске. А вот все-таки шахматы, они отличаются разнообразием. Там, получается, фигуры, пешки и так далее, все ходы по-разному и так далее. Поэтому Комбинаций больше. комбинаций больше. И вообще как бы нужно следить больше за каждым, как говорится, вот этим своим персонажем. Да? То есть, ну, допустим, если ты управленец, да, то гораздо правильнее, значит, уметь, ну, играть в шахматы для того, чтобы, вот, скажем, Но поскольку у тебя же позиции разные, люди тоже разные. люди разные, да, совершенно верно. Каждый человек способен на что-то свое, даже если они на одной и той же позиции, да, допустим, служебной. И поэтому управленец должен понимать, что умеет этот, что поручить тому, что этому и что ждать, да, в результате. Поэтому вот именно шахматы, мне кажется, очень такие хороший инструмент для того, чтобы в том числе и управленческие качества развивать. Это и принятие решений, это, значит, ты сделал, когда ты берешь фигуру, ты уже не можешь, значит, сделать ход другой фигуры, это ответственность. Коснулся, ходи. Да, тронул, ходи, как говорится, обратно ходы не забираешь и так далее. То есть ты принял решение и за него отвечаешь. Ответственность. Но у народа Саха считается, что такая есть предрасположенность к точным наукам. Вот, и есть задатки, которые можно развивать. Вот как популяризовать этот вид спорта, потому что вот вы упомянули в начале, что в советское время были шахматы очень популярны. Действительно, доска была там в каждом доме, да? Вот, и что еще сделать? Потому что, в принципе, не так уж много для этого надо. Доска, фигуры. Ну вот, смотрите, вот мы, получается, даже вот этот вот этап Кубка России мы проводим-то больше даже не для того, чтобы наши сильнейшие там показали себя и за что-то боролись, да, мы скорее это делаем больше для популяризации как раз-таки шахмат, да, и вот локацию мы выбрали интересную, да, Национальный художественный музей, чтобы людям, значит, было приятно зайти, больше повода было зайти, да, и, ну, и локация, конечно, лучше, ближе, да, к центру, вот, ну и вот получается мы сейчас уделяем внимание освещению это средств массовой информации, чтобы больше людей это услышало, что шахматы это популярно, интересно, красиво, да, вот. Ну и вот то, что вы упомянули про конгресс шахматный, да, там вот тоже множество мероприятий было, там и космическая сессия, там были и мастер-классы, там были и сеансы, и конференции, олимпиада на призы Михаила Ефимовича, да, то есть целый такой комплекс мероприятий, да. И сейчас тоже у нас не только турнир этот идет, у нас будет и блиц-турнир, где любой желающий может сыграть и вдруг встретиться с гроссмейстером лицом к лицу, да. Есть турнир по быстрым шахматам, где любители шахмат, которые не попали по своему рейтингу в основной турнир, тоже могут сразиться друг с другом. Мастер-классы есть от этих же гроссмейстеров, да. Вот есть и сеансы одновременной игры, да. Поэтому да, и трансляция у нас партии идет, вот получается, любой желающий может открыть наш сайт,
зайти и посмотреть, как развиваются события на первых 5 досках. И причем эти трансляции, они ведутся же в сети интернет, значит, любой желающий с любой точки, где есть доступ в интернет, может зайти и посмотреть. Может быть, нас уже по всему миру сейчас смотрят, да? А, как, какие планы у федерации вашей, если вот говорить в таком Да, значит, масштабе далеко да, идущем? далеко идущий масштаб у нас самый серьезный, скажем так, да. То есть мы вот задумали вот сейчас на начальном этапе сделать такой, условно говоря, шахматный бум для того, чтобы все жители Якутии поняли, что шахматы это интересно, что шахматы это популярно и полезно, да? И, соответственно, в дальнейшем, чтобы те же родители отдавали детей свои в шахматные секции, чтобы педагоги уделили, обратили внимание на возможности шахмат в образовательных целях, да, и тогда, получается, у нас возникнет как бы два направления, да, образовательное и спортивное. Образовательное направление это, значит, важно для того, чтобы развивать наших детей, молодежь, и спортивное все-таки, я считаю, что мы тоже должны стремиться к тому, чтобы у нас появились первые, значит, и мастера международные. У нас есть мастера ФИДЕ, а есть более высокая категория международные мастера. У нас, к сожалению, был только один международный мастер из Якутии, да, но вот другой выходец сейчас тоже вот международным мастером стал, да, но он уже в другой стране живет. Вот. И, значит, вот обладателями высшего звания шахматного, международный гроссмейстер. Вот наша задача это, и мы, соответственно, вот работаем с нашими перспективными детьми. С ними занимается у нас Антон Вячеславович Шамоев, первый бурятский гроссмейстер, который, используя свой опыт первопроходца в Бурятии, поможет нам, чтобы у нас появился свой первопроходец. Мне говорят, что у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Так, слетел звонок. В Якутии будет действовать шахматный клуб, который планируют открыть в Николаев-центре, в библиотеке архиве первого президента Якутии Михаила Николаева в селе Актенцы. Вот. В будущем он будет республиканским центром шахмат, или там будут какие-то лучшие из лучших собираться? Ну вот я, честно говоря, концепцию точную пока мы не обсуждали с Николаев-центром, да, что же там будет. Я думаю, под эгидой Михаила Ефимовича там можно сделать все, на самом деле, да, и спортивную составляющую, и популяризацию, и вот рядом Малая академия наук, которая может и образовательную часть, как бы, внедрения шахмат, все это взять на себя, да, поэтому надо посмотреть на ресурсы, которые возможны, да, на тех людей, которые там работают, и мы будем взаимодействовать. Так, звонок у нас все-таки есть. Здравствуйте, алло. Очень плохо слышно вас. Алло. Алло, слышно вас, да? Задавайте ваш вопрос. С задержкой. Слушаем вас. Ага. Владимир Анатольевич. Алло, слушаете меня? Истапто? Иставить. Алло. Иставить. Алло. Истапто? Истебин? Да. Иставить. Алло. Алло, истамдо? Истен. Саңаранис. Известный политик. Вы человек красивый, как мужчина, но вы еще очень добрый человек. Очень добрый. Человек с большой, доброй, человеческой, якутской душой. Поэтому руководство Верховно-Вилюйский лицей интерната от имени ее директора Блиновой
В общем, От имени ее директора Блиновой и научного руководителя профессора Никиты Деевича Архипова приносит вам благодарность, большую благодарность за вашу помощь. так. Ага. Никита Деевич. Да? Так, вопроса, видимо, нет, это была Да, благодарность. спасибо, Никита Деевич, за вашу благодарность. И я знаю, что ваша делегация из Верхневилюйского УЛУСа в таком дружном составе прибыла на Кубок главы Республики Саха-Якутия. Хотел бы пожелать им успехов. Ну, что ж, у меня следующий вопрос. Российская шахматная федерация планирует перейти из европейской юрисдикции в азиатскую. Вот, то есть играть на соревнованиях азиатского континента, уже в соревнованиях чемпионатах Азии, а не Европы. Что это даст нашей стране и нашим спортсменам? Вы знаете, это на самом деле очень интересный и правильный шаг, потому что, как известно, сильнейшие шахматисты, сильнейшие шахматные страны, они находятся именно в Азии. Если россияне в Европе фавориты, фактически вот на, допустим, юношеские и молодежные чемпионаты мира и Европы наши завоевывают половину медалей, одна страна, то вот на азиатском первенстве, да, или чемпионатах там получается очень серьезные конкуренты. Индия, Китай, Иран и Узбекистан, который вот недавно выиграл, это как бы новая шахматная точка, можно сказать, страна в мире, которая недавно выиграла шахматную олимпиаду. Вот, поэтому, когда Россия войдет в Азиатскую шахматную конфедерацию, то, конечно же, конкуренция усилится. А конкуренция, как известно, всегда повышает мастерство. Поэтому мы ожидаем от этого интересной такой борьбы, конкуренции и повышения мастерства российских шахматистов. Но для нас, для якутян, это вдвойне важно, потому что мы находимся близко к Азии. Так? И не случайно к нам сейчас приехал старший тренер юношеской сборной страны Михаил Кабалия. Да? И вот наши международные спортивные игры «Дети Азии», они тоже сейчас, можно сказать, один из таких наших предметов гордости, которые россияне будут демонстрировать вот на ближайшем вот съезде вот этой Азиатской конфедерации, чтобы показать, что мы, Россия, также свой вклад уже в Азиатскую как бы, вот, федерацию вносим. Да? То есть я думаю, что в 2024 году на Детях Азии у нас будут очень интересные игроки из разных азиатских стран. То есть, получается, будет сложнее России намного, но и интереснее. Конечно, конечно, да. И вот мне говорят, что вопрос все-таки у зрителя был, мне редакторы передают, что в Карелии глава республики тоже хотел ввести шахматы в каждую школу. Вот что-то там, но он с ним знаком, но вот что-то там не получилось. Вот. Какой может быть... Вы знаете, вот для вот каждого такого шага, конечно, нужна очень хорошая подготовка, нужны люди, энтузиасты, которые вот это дело двигают, да, и нужна хорошая система, да, вот этого всего. Мы сейчас в рамках проекта «Одаренный ребенок», который у нас уже где-то лет 6-7 уже работает в республике, да, для детских садов, где выявляются задатки и способности детей по разным направлениям. Значит, в рамках этого проекта есть проект «Шахматы детям», в котором участвует уже более 100 детских садов и 1,5 десятка школ. Так? И, соответственно, мы привлекаем к преподаванию Игоря Георгиевича Сухина, автора учебно-методического комплекта специального, да, и вот эти обученные учителя начальных классов, воспитатели детских садов дальше уже работают с детьми. Вот. Этот учебно-методический комплект содержит в себе не просто учебники, это и методическое пособие для учителя, расписано там прям по каждому занятию. И поэтому такой-то научный, такой обоснованный подход, он позволяет ну, как бы продвигаться более эффективно. Вот. Также вот мы знаем опыт Армении, да, вот я сам с ним ознакомился не так давно, да, есть шахматная академия, которая занимается спортом, и в каждой школе также есть шахматы, то есть уроки шахмат наравне с уроками русского языка, математики и так далее. Да? И всем этим занимается специальный институт исследования шахмат.
Так? 18 человек работают, и все они занимаются тем, что собирают как бы обратную связь от того, что происходит там, вот, на полях, скажем, да, и после этого они, получив обратную связь, они перерабатывают весь материал, значит, его совершенствуют. Уже 3 раза процесс у них проходил, да, поэтому вот мы с Мбатом Алпутяном, международным гроссмейстером, который является директором шахматной академии и вообще идеологом всего этого движения, задумаем у нас в республике тоже такой, на их базе тоже что-нибудь начать делать. У нас будет и по Сухину, и по как бы армянской методике будем смотреть. Да. А потом вот, потом эти дети что-то, Вы знаете, что-то они какие-то лучшие результаты да, показывают. да, вот как раз что на потом-то? конференции, Что? на конференции еще, значит, есть человек, который в России активно этим занимается, значит, в Челябинской области был проведен эксперимент в городе Сатка. Он начался еще с 2004 года. И, значит, дети определенной школы, там 2 класса, кажется, взяли, значит, занимались шахматами по методике, значит, такой по фамилии Зарецкий, да, ученый. Вот. И, соответственно, стали следить за их результатами уже в конце обучения. И получилось так, что 70% учеников вот этих классов, они поступили в вузы, тогда как в среднем посадке только 30%. Так? И получается так, что еще вот они проследили по медалям, где-то от 20 до 30% вот этих выпускников получают золотые медали. Поэтому очень серьезные такие результаты, которые вот именно такие научных исследований, которые показывают, что да, образовательные успехи у детей при вот, обучении по таким методикам Возрастает. Но если говорить о шахматах как о спорте, я знаю, что есть сложности с переходом из детских шахмат во взрослые. Совершенно верно, да. Вот, то есть дети и подростки занимаются шахматами, потом забрасывают по тем или иным причинам. Может, что Да, происходит? тут, знаете, тут наверное, целый комплекс проблем при переходе от детских шахмат во взрослые. Там, ну, у девушек понятно тоже, да, вот свои, значит, там возрастные, как бы, вот все эти вещи, да. У парней получается, ну, тоже вот учеба и так далее, да, когда уже к выпускным классам дело идет, надо где-то что-то выбирать. Но есть и проблема в шахматных тренерах просто, да, потому что, ну, допустим, у нас в республике не так уж и много шахматных тренеров, да, а самые квалифицированные из них, ну, могут вырастить, допустим, ученика до мастера ФИДа, например, да, может быть, до международного мастера максимум, но таких случаев у нас еще и не было. Вот. А в таких шахматных регионах, где это, в общем-то, идет на поток, значит, вот, переход из детских шахмат во взрослые, там есть специальные тренеры, которые могут действительно подхватить уже юного шахматиста, который созрел для больших высот, и дать ему уже такую нагрузку, которая позволит ему, соответственно, вырасти там, в гроссмейстер. Но вы сами хорошо умеете играть в шахматы. Я слышала, что вы это очень любите. Расскажите, ну, как это, откуда это взялось? Да, С детства? Знаете, я вот, получается, в возрасте 5 лет научился играть в шахматы от взрослых, да, увидел, как они играют, и тоже мне стало интересно, научился, потом вот с однокурсниками отца, потом уже в школе, да, ну, мы играли в такие, можно сказать, любительские шахматы, просто интересно было, да. Ну и даже в студенчестве, я помню, мы вот играли в шахматы вот с однокурсниками, при этом, я помню, в это время шел такой знаменитый безлимитный поединок, то есть там в течение почти полугода играли Карпов с Каспаровым за звание чемпиона мира. Вот, все это продолжалось, можно сказать, бесконечно, да, фактически весь мир следил за этим, мы тоже. Вот, но при этом я старался не изучать как бы теорию, да, потому что считал, что ну, если теорию изучить, значит, будет неинтересно играть, да? Хотелось бы получать удовольствие больше от шахмат, вот, а не как спорт, да. Ну а потом, когда уже свои дети подросли и стали уже как спортивные шахматы, понял, что в спортивных шахматах своя прелесть есть, да, что даже ты, изучив как бы определенные там дебюты, там эндшпили и прочее, всегда есть место для фантазии, все равно неисчерпаемый шахмат. Ну хорошо, и последний вопрос. С кем бы вы из вот любого человека, политик известный, там, ученый, вот с кем бы вы сели и сыграли в шахматы? Ну, знаете, такой трудный вопрос на самом деле. Ну, с любым интересным человеком можно сыграть.
Ага, ну, Вот. хоть даже не сейчас живущего можно. Знаете, вот я недавно узнал, что такой выдающийся художник, да, значит, так, Караваджо, да, он, значит, играл, значит, очень хорошо в шахматы, и причем он играл с Дмитрием Менделеевым. И вот мне кажется, Ого. вот с кем-то из ученых было бы интересно сыграть в шахмат, допустим, с тем же Дмитрием Менделеевым, да, и, значит, пообщаться и на другие темы за шахматную Я бы связь. с Льюисом Кэрроллом сыграла. Да. Ну что ж, спасибо вам за интересный разговор. Желаю успехов вам, как федерации вашей, всем участникам соревнований. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.